Жогорку Кенеш. Будет ли штраф за никаб и бороду? Китай. Искусственный интеллект выявит постящихся в Рамадан. Раша Гудбай. Казахстан открывает архивы КГБ. Депутат кыргызского парламента Шарапаткан Мажитова предлагает запретить ношение никаба и объемной бороды в Кыргызстане. Об этом пишет «Кактус Медиа». Ранее она выступала с данной инициативой на заседании Жогорку Кенеша. Теперь на сайте парламента для общественного обсуждения размещен законопроект. Акыркы күндөрү паранжы жамынгандар капкара болуп көзүн гана көрсөтүп паранжы жамынгандар өтө көбөйүп кетип атат. Депутат предлагает внести изменения в Кодекс о правонарушениях и наложить штраф на физических лиц в размере 20 расчетных показателей, 2000 сомов, либо привлечение к общественным работам на срок до 30 часов. То же деяние, совершенное повторно после применения мер взыскания, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 40 расчетных показателей, 4000 сомов, либо привлечение к общественным работам на срок до 40 часов. Өзбекстан Мажилиси муну паранжыга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Бул мыйзам бизге да керек. Напомним, что в конце октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, предусматривающие ответственность за ношение никаба, а также любое одобрение многоженства. Shaxsni identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajada yuzini to'sgan holda yuradigan bo'lsa, bunga ham demak ma'muriy javobgarlik belgilanadi. Наблюдатель отмечает, что Кыргызстан, считавшийся до недавних пор единственным островком свободы для соблюдения базовых предписаний ислама в Центральной Азии, после прихода к власти Садыра Жапарова начал кардинально меняться. Общеазиатские тенденции по тотальному уничтожению ислама стали реализовываться теперь и в Кыргызстане. Примечательно, что многие в Кыргызстане считали Садыра Жапарова искренним мусульманином, ожидая с его приходом к власти начала золотого времени для ислама в стране. Реальность оказалась совершенно иной. Победив на выборах, Жапаров начал исполнять требования своих российских кураторов по уничтожению в стране религии, развернул в стране массовые политические репрессии и, наконец, применил излюбленный прием диктаторов – раздувание конфликта с соседней страной ради поднятия собственного рейтинга и активизацию населения патриотических настроений. Миндзянский университет развернул систему слежения за принадлежащим к этническим меньшинствам студентами. Ее используют, чтобы учащиеся не соблюдали Рамадан, пишет Докса со ссылкой на отчеты проектов закупок. Китайская компания-поставщик систем безопасности Hikvision признала, что в 2022 году выиграла тендер на развертывание в КНР проекта «Умный кампус». Его стоимость оценивается в $9 миллионов. Система Hikvision предупреждает администрацию о случаях, когда студенты придерживаются поста во время Рамадана. Оповещение – часть более широкой системы наблюдения за студентами из числа этнических меньшинств. Умный кампус отслеживает, какие книги берут обучающиеся, их предпочтения к местам отдыха, семейную информацию и многое другое. Проект развернули в декабре 2022 года в Миндзянском университете китайской провинции Фуцзянь. Там обучаются около 16 тысяч студентов. В ноябре текущего года Hikvision заверила, что якобы исключила функцию оповещения о Рамадане из соображений защиты прав человека. Однако правозащитники подвергают сомнению данное утверждение, так как создатели не предоставили на то никаких доказательств. Плательщиком тендера выступило правительство Фуцзянь. Из документов следует, что система будет автоматически отправлять администрации уведомления о студентах, подозреваемых в голодании во время Рамадана на основе записей об обедах обучающихся. Китайские власти легко отслеживают этническую принадлежность, поскольку эта информация содержится в удостоверениях личности резидентов. Документ необходим для многих видов деятельности, включая поступление в вузы.
Напомним, что в 2014 году правительство КНР запретило уйгурским государственным служащим соблюдать Рамадан. Кроме того, уйгуры массово помещаются в так называемые лагеря перевоспитания. Власти страны сносят мечети и перестраивают их в более китайском архитектурном стиле. Все эти действия являются частью широкой кампании руководства Китая по подавлению ислама под предлогом борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В Китае мы не можем так ходить в платье, и мы не можем так сохранить свои веры. Они не хотят, чтобы мы жили там как мусульмане. Ноябрь в Казахстане объявлен официальным месяцем памяти жертв десятилетий кровавых репрессий Иосифа Сталина. В жернова репрессий попали все, кого советский диктатор воспринимал как оппозицию, и так называемые враги СССР. Саяси репрессияны 20-шы жылдардан бастап 50-ші Сталин қайтыс болғанға дейінгі кезеңде 53-ті қосқанда 125 мың адам екен репрессияға ұшыраған. Генеральная прокуратура Казахстана объявила, что будет обнародовано около 2,4 миллиона архивных карточек КГБ с именами жертв сталинских репрессий. По словам казахстанских чиновников, более 700 тысяч человек, осужденных за сфабрикованные преступления в советское время, будут реабилитированы. Ең бастысы партия оларға қинауға рұқсат беріп қойған. 37 жылы бұларға толық қинау, физикалық әсер ету нәрсесінің бәрін сол 37 жылы мүмкіндік беріп қойған, рұқсат беріп қойған ресми. Недавно переданные в открытый доступ данные из архивов КГБ Казахстана свидетельствуют о том, что в период с середины 1920-х по 1956 год в Центральной Азии несколько миллионов человек было расстреляно либо погибло в тюрьмах от болезней и голода. Советская власть Центральной Азии преследовала представителей интеллигенции и политического истеблишмента, сажая их в тюрьмы и расстреливая. Только в 1937-1938 годах за национализм и пантюркизм политическое движение тюркоязычной интеллигенции, действующее в России и СССР в конце 19-го, начале 20 века, было расстреляно более 25 тысяч представителей элиты Казахстана, около 10 тысяч в Кыргызстане, более 13 тысяч в Узбекистане и около 15,7 тысяч в Таджикистане. Кроме того, сотни тысяч членов их семей были сосланы в трудовые лагеря по всему бывшему Советскому Союзу, где их подвергали пыткам и где они часто умирали от болезней и голода. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Напомним, что в последние годы некоторые центральноазиатские республики реабилитируют жертв сталинских репрессий, открывают архивы КГБ и всячески осуждают действия советских колонизаторов, демонстрируя свою независимость от России и ориентированность на национальные интересы. Однако, как отмечают наблюдатели, реальная внутренняя и внешняя политика этих режимов говорит совсем о другом. Россия охраняет своих ставленников вплоть до военного вторжения, как это было в Казахстане в январе 2022 года, использует наши страны для организации параллельного импорта и ухода от западных санкций. Также режимы реализуют жесткую политику подавления национально-религиозного возрождения. На мой взгляд, я думаю, участники форума и, конечно же, мои коллеги согласятся, что сама стратегия является очень серьезным, глубоко продуманным документом. И я хотел бы, пользуясь возможностью, выразить благодарность уважаемому Владимиру Владимировичу за эту инициативу, поскольку я знаю, что он лично работал над содержанием этой стратегии.